что сейчас в Уфе проходит мега крутое мероприятие для самой творческой и активной молодежи Приволжья. Да, в школе студенческой весны ПФО территории Ярких ребята тренируются в окружении московских специалистов и самых успешных молодых людей Уфы. Давайте же узнаем, чем порадуют нас студенты этой весной. Ежегодный фестиваль «Студенческая весна» является главным событием для одаренных студентов. Для тщательной подготовки к этому мероприятию ребята собрались здесь, в школе студенческой весны. В этом году развить свои творческие способности приехало около сотни ребят. Участниками фестиваля стали учащиеся из республики Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Оренбургской и Кировской областей. Вчера ходила, смотрела, как проходит командообразование. Все ребята такие творческие, открытые, веселые, готовы к новым знаниям. И они вот прям жаждут получить новые знакомства и такие очень легкие на подъем, открытые. Мне они очень понравились. Творческими лабораториями для студентов стали Башкирский государственный педагогический университет, залы Зорги Фитнес и батутный центр Флайпарк, где проходили тренинги и мастер-классы по танцам, вокалу, театру и ивент-менеджменту от молодых специалистов. Кроме того, были организованы и факультативные занятия, которые особенно полюбились участникам. Наиболее напряженным и важным для студентов стал последний день форума, а именно отчетный концерт, на котором ребята показали свои таланты. Я пришла, потому что хочу познакомиться с активными, с творческими ребятами, узнать чего-то нового именно в сфере творчества, как организовывать именно студенческую весну ребят, студентов, направлять их, открывать новые таланты. Естественно, такие мероприятия на сегодняшний день нужны, они очень важны для студенчества. Почему? Потому что, как говорится, что мы варимся в своем соку и не знаем, что происходит в других регионах. Вот и подошли к концу 3 насыщенных и увлекательных дня в школе студенческой весны. Давайте пожелаем студентам удачи и терпения в их новых начинаниях. Зария Муратова, Наталья Любанская, Александр Старочкин специально для Правком ТВ.